Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Кути-24, с вами Петр Цепандин. Плиний, старший мыслитель древнегреческий, сказал как-то: пчелы – главные среди насекомых и по праву достойны нашего уважения. У нас сегодня в гостях пчеловод Кюней Тимофей. Кюней, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что приняли наше приглашение, и вы, вижу, пришли со своим медом. Да. Что будете готовить? Что-то с медом. Да, вообще термической обработке не подлежит мед. Его лучше кушать просто так. Я в прошлом году только узнал, что если в горячую воду положить мед, он уже практически становится только сладким. Да, убивайте все микроэлементы, поэтому... Да, полезные свойства теряются. Но, тем не менее, мы сегодня будем готовить утку с медовым соусом и салат с медовым соусом. То есть мы будем мед добавлять только в соус, чтобы не сильно его испортить. Хорошо, с чего начинаем? Ну, то есть, получается, два блюда? Да, два блюда. Давайте сначала салат приготовим. То, что быстрее. То, что быстрее. Ага. Сначала мы сделаем соус. Так, ложечку мне, пожалуйста. Соус на основе, я смотрю, соевый соус, да, по-моему? Соус добавим в мясо, чтобы оно пропиталось. Ну, то есть чайная ложка мы, соевого соуса. Замаринуем, да? Ага. Так, чайная ложка зернистой горчицы. Так, хорошенечко перемешиваем. Это утка? Это утка дикая. Да, откуда? С Чурапчи. Как говорится, вчера летала, да? Да, свежая утка. Так, давайте добавим. И вот сюда. Немножко посолим, поперчим. Я могу перемешать, если что. Ага, давайте. Все, достаточно. Перемешайте. Так, дальше у нас идет руккола. И на какое-то время, видимо, оставить нужно будет, да? Вот так у нас тщательно перемешаем. Да, давайте вот тарелочку возьмем. Ага, на тарелочку складывать. Ложим рукколу. Немножечко. Так, режем помидорки черри. Такие половинки сделаем небольшие. Кюней, как вы занялись пчеловодством? Как вам вообще такая идея пришла? Начинала я с 2021 года. Это постковидные времена. Все люди начали интересоваться полезными продуктами, экопродуктами. Начали со своем здоровье заниматься очень сильно. Скажем так, такая тенденция пошла, там, правильное питание, что вот неплохо будет натуральное и все прочее. И я начала думать, какой продукт нужен людям, да? Какой-то то, что можно заниматься в деревне у себя, да? И вот пришла такая идея заниматься... И пришла идея заняться пчеловодством. Так, а вы, получается, биолог, да, по образованию или как? Нет, я физкультурник. Физкультурник? Да. И где? Заканчивала институт физкультуры СУФУ. Так, после этого работала в Хабаровске учителем. Но мне эта ниша, не мое это. Я хотела работать на природе, общаться с природой. И вот выбрала для себя такую нишу, заниматься пчеловодством. Продукт очень хороший. Мед... Продукт, который не стыдно продавать и предлагать людям. И очень полезный. Я знаю, что мед, кроме того, что он полезный, он один из единственных продуктов, которые не портятся вообще никогда. Да, но там есть тоже нюансы. Мед должен быть зрелым. Так. То есть его нельзя было качать очень рано или поздно. Вовремя выкачанный мед, он может стоять вообще хоть 100 лет. Да, годами, столетиями может находиться так, и ничего с ним не произойдет. То есть он полезные свойства не теряет. Итак, я вас перебил, продолжайте. Немножко добавили помидорок. Далее у нас тут творожный сыр. Давайте вот с этой стороны поставьте, чтобы видно было. А я еще помешаю. Я не терпится эта утка такая. Тем временем мы поставили медовую рамку, которую мы забыли с самого начала поставить. Что такое вообще? Это вот где мед... Это вот медовая рамка, то есть пустую вот рамочку в начале года положили к пчелам. Да, видно, что это в улей, да, вот так вот положили. В улей положили пустую рамочку, то есть вот это вот
воск, мед, это все с нуля построили пчелы сами. За год? Ну, то за есть лето, ага, сезона. за сезон, ага. Так, Вот то, что мы видим, вот этот воск, они тоже сами делают. вот это. Да, вот этот воск, мед сами наложили. И вот как узнать зрелый мед, да? Ага. Вот есть крышечки, крышечка вот эта, она называется забрус. Забрус. Если наложили забрус, то они уже этот зрелый мед запечатали, чтобы съесть его зимой. Сами. Ага, сами, А вы у них, для себя. а вы их Ага. забрали? Это они не для нас подготовили, а для себя, чтобы Ну, съесть как его бы да. ага, зимой. Ну, редкие пчелы, наверное, готовят мед для того, чтобы, вот отдадим это людям, да? Нету такого. Такого, по-моему, нету. Ну, то есть просто мы люди такие, берем пчел и у них забираем мед, скажем так, да? Так, и Вот дальше так. что? Каким образом вообще вот отбор меда получается? Ага. Делается? Мы, то есть, положили пустые рамочки в Ага. начале года. Это в мае, в начале июня происходит. Когда начало сезона? так. Начало сезона, да. Вообще, в мае мы привозим пчелопакеты сначала. А это что такое? Это вот ящик, такой маленький ящик. Там есть 6 вот таких, ну, немножко вот таких длинных рамочек, 6 штук. И вот этот ящик набит пчелами. То есть там есть одна матка, рабочие Ну да. пчелы, ага, и их детишки, которые. Ну, то есть у них сам своя иерархия, свое семейство. такое, Да, некое да. небольшое царство, да? Ага. Мини. Приехал вот такой пакетик, доставили его, вы взяли и перемещаете это уже в улей. И начинаете расширять эту семью, даете им работу. То есть даете пустые рамочки, чтобы они туда еще поработали, дали еще побольше меда. Ну, Вот этот вот ящик. скажем так, определили поле их деятельности, говорите, вот, Ага. ребята, вот вам, и давайте. Ага. Вот этот один улей, это одна пчелосемья считается. Мгм. То есть они в другое место уже не ходят? Нет. Конкретно туда? Утром они вылетают, а матка не вылетает, она в уле работает, она и они возвращаются к своей матке. Собирает пыльцу. Ага, нектар, пыльца, ага. Мед они делают из нектара, а из пыльцы они делают продукт перга. Пергу, да, Ага. который тоже очень полезный, между Да. Пергу употребляют детишки пчел, это белковая пища, а мед кушают, это уже взрослые пчелы кушают. прочим. Мгм. Так, помогите открыть, пожалуйста. Это тунец в собственном соку. Так, держите. Так, отсюда мы Вау. так, берем вилочкой Мяско. мяско, добавляем. Такой полезный тоже салат получается, осенний. Такой сбалансированный и белковый, и с сыром. Достаточно, наверное, да? Смотрите сами. Ага, все, достаточно. Так, что у нас осталось добавить? Соус надо еще раз сделать. Тот же соус сделаем. Давайте новую ложечку. Мгм. Также добавляем. Такие же манипуляции, да? Ага, также немножко, ну вот, чайная ложечка Горчички. горчички зернистой, чтобы было красиво. Соевый соус немножечко. А меда можно положить побольше, да? Так, и ложечка меда. Перемешали. И сюда Ага, сверху положим. Так, так, красота. шикардосина. Салат готов. Салат уже готов. Очень быстрый, легкий салат, полезный И сытный. и сытный. Учитывая то, что там и сыр, и... Давайте вот так. Одно блюдо у нас готово. Одно блюдо у нас готово, мы можем... Теперь утка. Утку мы заранее разморозили, порезали. Да, зафилировали, я смотрю, так очень аккуратно. Потому что редко когда вот так получается у всех. Косточки можно на суп поставить и взять только вот филе. Ну, я смотрю, тут ножка есть. Одна ножка попалась. Да, хорошо. Моя любимая из детства. Давайте, включайте. Так. Вы огонь сами регулируете, а это максимальным стоит. Пусть немножко подогреется. Немножко масла добавим. И уже Сковородка подогрелась.
Да? Ну, потихоньку подогревается. Ну, по чуть-чуть начинаем. Ну, можно все сразу. Вы, когда начинали свой, ну, скажем так, это дело, да, свой, скажем, это все равно же бизнес, да? Где-то учились, чей-то опыт перенимали или каким образом вообще? Ага. Ну, не знаю, я такой человек. Резко взяла да сделала. Первый год заказала пчел, вообще ничего не зная, заказала. Вот Нет, у но меня нужно же приехали- знать, что... Ага. Ну, я вот свой опыт расскажу и потом Да-да-да-да. дам совет. Ага. Сначала заказала пчел, они у меня приехали. Я думала, там несколько штук пчел будет в этом ящике. Я просто возьму, 10 поставлю и 10 все. штук. Да, примерно 10 штук будет. Ничего сложного. А приехал вот такой ящик, и я открываю, а там битком пчелы. Оказывается, в одной пчелосемье в начале, вот когда 6 рамочек, есть 20 тысяч пчел. Очуметь. Да. Да, и поэтому вот- они так быстро вот Да, делают вот это. а я заказала 5 таких пакетиков. Ага. У меня получается во дворе 100 тысяч пчел за раз появилось. Я такая стою, мне очень страшно, я начинаю плакать. Ага. Потом начала уже копаться, помогите. знакомым звонить, что-то как это все делать. Я совершила очень большую ошибку, Так. потому что я была неподготовленная. Ну, да. Ага, да. Но тем не менее, сезон прошел очень хорошо. Потихонечку начали уже разбираться. Я вообще ни одного пчеловода в республике не знала. Ага, да. То есть- И потом начала уже искать других пасечников, чтобы советы получать, да. И в социальных сетях наткнулась на одного пасечника. Он мне сразу позвонил, добавил в группу пчеловодов, и с того времени вот начали уже тесно общаться, помогать друг другу, советовать. Вот. Оказывается, пчеловод – это как исследователь, Ну потому да. что в моем Черепчинском районе… Где вы поставили? Ага, Черепчинский район, село Мырла. Я первый и единственным человеком была, который вот пчел завезла. Да. Ага, никто мне не может посоветовать, ничем не помочь. Ага. И очень важно знать медоносную базу свою. Вот не из всех растений можно получать мед. Ну, то есть им же максимально близко, чтобы были растения, которые медоносные, чтобы то, что которые- пчелы собирают. Да. Ага, я, оказывается, в этом тоже не разбиралась, но потом начала исследовать, искать эти места, ездить, смотреть, где что растет, изучать, какие именно медоносы у нас растут. Ботанику. Да, где Немножко именно надо делаю, да, поставить, да. ага. И вот у нас очень хорошо мед дают ромашка, одуванчик, вересковые растения. У меня растет чабрец, очень хороший медонос, клевер растет. И очень такой большой объем дает наш Иван-чай. Вот какой там, чай? где были пожары, да, там Там же они растут Ага. прямо. Ага. Но Иван-чай дает мед, когда вот был пожар, после этого по чуть-чуть начинает расти Иван-чай, и со 2-3 года он только начинает давать нектар. И вот в это время как раз надо быть там рядом. А потом, после пожара, на 6-й год, он уже на спад идет, этот нектар. Поэтому вот надо изучать, смотреть, где именно, когда был пожар. Ага. И вот пчелы этот Иван-чай опыляют, а он же очень хороший сидерат. То есть Что? сидерат. Что такое сидерат? Ну вот, растение, которое обогащает почву. Ага. Ага, после пожара вот вырос Иван-чай, Да. его пчелы опыляют, тем самым Иван-чая становится все больше. Да, но они Ага. как бы распространение. Да, Ага. вот, Это значит очень хорошо, там, где пчелы, почва тоже очень хорошая. Ну да, да, Ага. То есть идет быстрое восстановление леса после пожара. Мгм. После Иван-чая уже вот другие деревья начинают хорошо расти. Быстрее все происходит. Пчелы нам не только мед дают, оказывается, да, но и восстанавливают наши земли после пожара. да. Ну да, да, есть такое, да. Ну то есть опыляют растения. Да. Для сельхозугодий очень хорошо, вот кто вот садит, Что-то. ага, ну это кормовую базу хорошую делает.
Вы упомянули о том, что очень важно, чтобы для пчел были медоносные растения. Да. А как далеко могут? В радиусе Я знаю, что есть разведчики, которые, Да. допустим, вы принесли пчел, условно, на то место, которое никто никогда мед не собирал. Ага. Они пришли, разведчики вылетели в То мае, есть и что они утром делают? Утром, как только солнце встает, Так. выходят пчелы-разведчицы. Ага. Вот они летят в разные стороны. Ага. На запах. Ну, в Скорее всего. разные стороны летят и собирают информацию. Так. Собрали информацию. Так, вот тут растет вот это, все, координаты, все собрали. GPS ввели, принесли. GPS ввели, обратно прилетели в улей и начинают всем рассказывать. Ага. Рассказывают рабочим пчелам. Так, слушайте меня, вот Да. в сторону... А там. они не вот так вот рассказывают, а танцуют. Танец пчелы называется. Ага. А вы это видели? Вот, да, можно увидеть. Вот так вот на рамке сидит пчелка Ага. и вот так вот махает, кружится. Сколько-то раз в эту сторону, это значит на север, например, а сколько-то раз в эту сторону, это какой-то это долготы, широты, вот это. Мне слабо верится, но я вам верю. Да, Так, но ага. это Не, это человек, который это это- доказал, получил Нобелевскую премию. Это похоже на сказку. Да. Ну. Да, это научно доказано. Ага. И вот все послушали, посмотрели и летят только в то место, где... Ну да, потому что Ага. у них не только система коммуникации, а то, что вообще организованная пчелосвинья. Я однажды попался на передачу National Geographic, вообще как это, да, потому что я узнал и был поражен, насколько у них вообще мощно вот это не только иерархия семейства устроена, пчела и семейство, но и то, что система коммуникации, каким образом они общаются. Они же не разговаривают как люди. Ну, может, они разговаривают на своем, я не знаю. Может быть, вы же говорите, что человек, который изучал, Нобелевскую премию получил. Да, Мгм. это Итак, действительно так. станцевал. Станцевал. И вот по этому маршруту пчелки полетели собирать где-то нектар, а где-то перга, где-то... Есть еще пчелы, которые носят водичка обязательно. Да, да. Ага. Ну, вот строительные материалы, потому Да, что там, это всё клей там строительный туда-сюда материал. все делают наверняка. Ага. То есть пчелка маленькая вылупилась и сначала работает в доме. Убирается в доме там, полы подметает, Мгм. за детишками смотрит. Ну вот домашние дела. Мгм. А чуть-чуть подрастет, там крылышки уже формировались, она уже вылетает и работает на поле уже Мгм. со взрослыми пчелами. Есть лентяи? Нету лентяев. Ну, то есть те, которые говорят, я сегодня не пойду, у меня спина болит, таких нету. Нету таких. Ага. Они до конца, у них нету такого в генетике, что они вот могут один день просто так полежать. Мгм. А полениться. как долго, говорю, как далеко пчелы могут? Ну, Ага. Ну, считается, Шесть. что радиус облета это 3 километра. это очень много. Это очень много, да. Да. Они даже могут утром вылетать куда-то, Но. ага, и там же переночевать и обратно утром прилететь. А. Но это очень рискованно, пчела может там погибнуть, но тем не менее, Могут даже так сделать, да? Ага, могут. Ну, вдруг так встречный ветер, Ага. темнота засыпала. Мы все помним мультик про муравья, который там, там это, солнце, помните, да? В нашем детстве такой мультик был. Но потому что у них тоже такая примерная иерархия, они тоже же так делают. Ну вот, 3 километра. А сколько им все-таки, ну вот, желательно? Чем ближе, тем лучше получается. Ага. Энергозатратность, чтобы была минимальная. Ну, то, соответственно, и несколько Ага. рейсов, соответственно, можно и больше меда Ага, собрать. Да. А- Чем за 3 километра на целый день слетать, или Ага. вот там, где вот 10 метров, можно уже несколько рейсов сделать по-быстрому. Раз. И хорошо, в мае начали, учитывая то, что у нас якутское короткое лето, у Да. нас вот так мы все время говорим. Да, я знаю, что вот пчеловодство Якутии очень сильно развивается, в том Да. числе и благодаря и вам. Мгм. Потому что есть люди, которые занимаются этим и 10 лет, и 20 чуть ли не лет, да? Да, их становится, ну, пчеловодов становится все больше и больше, соответственно, можно сделать вывод, что даже за короткое якутское лето можно поставить успешный бизнес. Да. Или как? Пчеловодов становится очень много, меня это очень радует. Мгм. Красота. Меда Да. становится все больше. Ага. Мы в этом году провели небольшое такое исследование, анализ. И вот у нас вот весь мед, который есть в республике, да, вот 100%, который есть
в республике. От В том этого числе и привозной. привозной тоже, ага. От этого только 8% занимает наш якутский мед. Да. То есть 92% это привозной мед. Алтайский, приморский. Да, то есть да, видите, какая свободная башкирский. ниша. Ну, как бы, Ага. почему бы и нет? Рынок очень свободный, Ага. то есть можно заниматься кому угодно. И молодым надо заниматься, и пожилым. Всякий может осилить. У вас уже получается 21, 22, 23, 24, 4 год. Да, Вы этим 4-й занимаетесь. сезон закончили. Да, да, уже закончили. Да. А, ну да, снег на дворе, господи. Так, Они уже спят. они Ну, уже хотя они не спят, они просто в таком состоянии заходят, медленно ходят и потихонечку мед съедают. Да-да-да, и но всё. они, я знаю, что они не падают в такой абсолютный анабиоз, правильно? Нет. Они Ага. там немножко жужжат, сидят. Ага. Да. Что вы посоветуете человеку, который, ну, вдруг тоже задумается о своем меде? Ну, то есть о том, чтобы пасеку завести и все прочее. Ага. То есть, пожалуйста, не надо делать моих ошибок, Да, надо вот, да. учиться На сначала. чужих ошибках, Ага, да, это было бы круто. Поэтому я вот много об этом думала. Мгм. Ага, нету такой ну, вот люди держат пчел в Приморье, да, в Амурской области, где-то в Подмосковье. У них совсем разный климат, совсем по-разному они это видят. Ага. И вот то, что По-другому, они да. делают, ага, для нас это не подходит. Многое, скорее всего, потому Многое, что только да. из-за климатических особенностей. Да. И вот с зимовкой как справляться, это тоже очень сложно. Да? Вот они заходят в зиму только 4-5 месяцев, а нам надо вот 6-7 месяцев зиму продержаться. Мгм. Ага, поэтому мы сейчас запускаем онлайн-курс именно вот пчеловодство в Республике Саха. Вот кто хочет заниматься, обязательно пройдите курс, пообучайтесь. Вы когда говорите «мы», кого вы имеете в виду? Ага. Я совместно с УФУ, Так. с университетом на платформе будет такой курс. Вы можете там поучиться, там будет и теория, и практика, потом сдаете экзамен и получаете корочку пчеловода. Мгм. Мгм. Так, и То есть уже, скажем так, немножко научный и подход, который применим к нашим именно якутским Да. реалиям, Да. скажем так, да? Ага. Ага. вот. А весной мы привозим пчелопакеты. Ага, в этом году мы привезли... Пчелопакет, это вы имеете в виду Одно- семейство? Ага, семейство. Ну вот в ящиках приходит, говорила 20 тысяч, уже. 20 тысяч, которые в среднем. Да, это называется пчелопакет. Одна Так. пчела-семья, такая. Вот. Меньше нельзя? Или как? Меньше можно, но у нас они не успевают дорасти. Ну чтобы... То есть он как малыш приезжает, да, родить а мы... своих, чтобы они Ага, тоже стали да. пригодны для того, чтобы работать. Да. Так. В мае приезжают, они должны до главного медосбора. Главный медосбор это у нас примерно, ну по-разному бывает. Цветение когда, наверное, да? Цветение самое сильное, пик. Июнь, Ага, да? это июль с 5 примерно. Да? Иногда бывает попозже, иногда поближе. Ага. Ну, примерно 2 недели только. Ага. Вот это вот самый пик медосбора. Вот надо с мая, вот 1 месяц только, 1,5 месяца мы должны успеть нарастить их количество объемы. до, хотя бы до 60-80 тысяч пчел. Ну то есть они практически в 3-4 раза Да, должны вырасти, увеличиваются. Ага. Так. Вот. Для этого вот нужна практика, нужны знания. Я думаю, что очень много таких... Да. Надо зимой уже готовиться, подготавливать ульи, строить ульи или заказывать, строить вот такие вот рамочки. Это мы все сами делаем. То есть в магазине продается только вот 4 брусочка. Мы их сами вот забиваем. Ну, это можно же, если руки из правильного места растут, теоретически можно же самим там да, раз-раз сделать. Я Ага. думаю, что я бы справился, например. Ага. Потом тут есть проволока. Вот Так. так вот проволока идет. Арматура, Ага. скажем так. И в эту проволоку натягивается такая тоненькая пластинка, вощина, тоненькая, из воска. Воск налипается вот так тоненькая. И на эту тоненькую вощину уже ложат воск. Вот эта вот строительная рамка, вот вы заметили, да? Каждая ячеечка, она одинаковая. Сота. Вот ячеечка, Сота, каждая, сота, да. кругляшок каждый, Ага. они все идентичны. Они же шестиугольные, да? Мгм. Принцип сот. Ну, потому что не зря же называется сотовая связь. Потому Ага. что, ну, как соты. Ну Ага. да, Да-да-да, ага, так. да.
Ага, они идентичны, они один в один. Ага. В этот соты они ложат и пергу, и мед, и даже в это сото матка ложит яйца. Мгм, до То есть будущего, пчела отсюда и рождается. Ага. Да. Ага. Ну, то есть это как бы все подряд. И еда, и роддом. Как берется мед? Ну, то есть как вы... Ага. Как это? Сначала, ну вот, я вот покажу вилочкой то, что у нас есть, да? Вот это вот распечатывается вот так, Ну, то есть срезается. срезается И вот- забрус. Ага. Хотите попробовать? Я пробовал это много раз, в том числе и ваш. Да, очень вкусно. Да, это очень И очень вкусно. полезно, говорят, для зубов и все прочее. Да, для Ну, я десен жую. очень полезно. Мгм. Те люди, которые часто болеют ангиной, для них вообще очень хорошо, для десен очень хорошо. Профилактика стоматита, шутка. Да, Да. Мгм. Потом мы все это вычистили. Мгм. Потом И вот мед пошел, да? уже течет мед, поэтому вычислили и быстренько ложим эту рамочку в медогонку. Есть специальный такой аппарат. Ложишь, крутишь, и оттуда вылетает уже мед. Ну, то есть как бы для удобства сбора Да. такая штука, А да? вот эта рамка, она становится пустой. Ячеечки остаются пустыми, и эту рамочку можно положить на следующий год. Чтобы они на готовое пришли. Да, А. чтобы они сил не тратили на Да-да-да-да. строительство, а Ну да, сразу чё? начали. Как Ага. говорится, а чё, да? Да. Ну, бывает, что ломается. И если рамка поломалась, зимой, например, трескается, Ничего нового сделают. ничего нового сделать, и еще можно вот эту воск тоже очень полезный сам по себе. Для чего? Мы этот воск берем, перетапливаем. Свечи? Из Шутка. свечки можно сделать, да, ну, то мы есть делаем это и есть свечки. воск, ага. ага. И мы еще делаем мазь для суставов, Мгм. То есть практически безотходное производство. Да, вообще безотходные. Я помню, что Даже вы вот- рассказывали, что мази вообще тоже страшной популярностью пользуются. Да. Ага. А в мазь еще добавляется подмор пчел, яд пчел. Подмор. Подмор это погибшая пчела. То есть мы берем погибшую пчелу, Ага. из него делаем вытяжку яда, яд Ага. берем. Вот когда пчела погибла, она никакие свои полезные ферменты не теряет вообще. То есть в своем теле сохраняет, Мгм. даже если погибла. Ну, есть же понятие вот мази на основе пчелиного яда. Да? Вот, Ага. собственно, такой мази получается. Ага. Ага. Он очень хорошо помогает при дерматите, экземе, еще и на суставы. Да, Да, полезно. да. Так. А И- вообще вот человек, который хочет заниматься пчеловодством, да, обычно спрашивают, сколько денег для этого потребуется. Да, вот немаловажный вопрос все-таки, как вы, как предприниматель, расскажите, пожалуйста, вот, да, себестоимость и все прочее. Вот вы пришли в первый год, хотите Вот заниматься. вот я, например, хочу мед, в тот раз вы мне говорили, что у себя прямо на даче. Мгм. Можно на даче? Так. Ага. Учитывая, что улей стоит там какой-то. Так. Вот. Закупились ульями Ага. заранее, зимой. Или сам сделал. Или сами сделали, да. Сделали рамочки, закупили там мелкий инвентарь, там стамесочку, нож для распечатки и так далее. Костюмчик купили, да? Обязательно. Обязательно. Дымарь купили, который вот дымит. Делает. Да, Это для ага. чего? Это, знаете, пчела, когда вот почувствовала дым, она думает, что где-то пожар, поблизости пожар. И вот у нее срабатывает инстинкт Ага. вот эвакуации. Так. Сейчас надо быстренько, убежать из дома быстро, чтобы не с пустыми руками, а захватить что-то нужное. А для Так. них это самое Паспорт. нужное. Паспорт. Вместо паспорта у них это мед. Вот Ага. они из дома улетели, оставили свой дом, и вот они где-то должны новое место найти. Запасы, короче, чтобы на первое время им хватило, хоть какое-то пропитание у них было. Так. Ага. Они начинают очень быстро хвататься за мед. Ага. И на тебя особо внимания не уделяется. Ага. Ага. Не Ну, вот то есть, так вот. это отвлекающий маневр, Да, получается. отвлекающий маневр, эвакуация. Ага. Я Да. видел по телеку много раз. Ага. Так. Летом я работаю без перчаток, без шляпы. Летом они добренькие, потому что меда у них много, а осенью они становятся уже немножко брезгливыми, потому Я вот что... на рыбалку съездил, у меня вот пчела ужалила прям за лицо.
Это была точно пчела или оса? А я не знаю. Я не Обычно заметил. мне фотки присылают. Ага, Вот кто? у меня дома. Жаль. Ага. И Ну, обычно бывает, возможно, что оса. это Ну, я оса. Ага. летел, я вот ставил рыбу, рыбачил, и вот так, вот так сделал, таш, и вот так вот бук. Ага. Аллергии не было? Ну, чуть-чуть было, но прошло, слава А. богу. Ну, если, ну, на всякий случай, если вас редко жалят пчелы, лучше сразу антигистаминные какие-то средства принимать, таблеточку. Ну, не дай Ага. бог, да, Ага. потому что отеки, и все прочее Да. может случиться. Ага. Мгм. Так. Это мы ну, рассказали, что делать, если ага. пчела уже вылезет. Дальше Или- по деньгам, да? Да, давайте, Ага. давайте. Улей вы покупаете, ну, если покупаете, ну, купили там за 10-15 тысяч примерно стоит один улей, Мгм. а пчел вы уже отдельно покупаете, они стоят, ну, каждый год бывает по-разному, Мгм. от 10 до 15 тысяч тоже. В среднем. Ага. Так. Ну вот вы купили один улей, грубо 15, пчел за 15, это 30 получилось, мелкий инвентарь где-то еще за 20 тысяч. Ну вот за 50 тысяч у вас есть один полноценный улей с пчелами, всему ага. На сезон. На сезон, да. Так. Но я советую, да, и многие мои коллеги советуют, не надо начинать с одной пчелосемьи. Так вы ничего не поймете, особо, ага. Надо начинать минимум с 2, а лучше с 3. Ну и очень много тоже не надо, до 5. С 3 до 5 это вот идеально для первого года. Мгм. Мгм. Потому что если только одна пчелосемья, там, Им скучно. матка же одна, Мгм. вдруг там по дороге погибла матка, или, не дай бог, там оса залетела, убила, или тоже, там да, конкуренты, заболела, да, да. да, да. Может быть, Вдруг заболела коронавирус или... напал. На них. Не дай бог Не дай коронавирус. бог, да. А Ну, вдруг, что-нибудь такое, ну, клещи там, Да, ага. да, 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 ага. Всякое разное может случиться. А если такое произойдет, у вас есть второй улей, с Ага. которого вы можете вывести новую матку, Ага. например. Ну, то есть перестраховка такая небольшая. Мгм. Ага. Ой, жизнь матки это совсем отдельная история тоже, очень Но она же интересная. королева, она там лежит, королева, да, она мощная. сама не кушает, она не И- моется, да. она ничего не... За ней ходит свита, ну где-то 10 пчелок, Ага. и вот она ходит, У неё только охрана есть. яйца ложит, ага, вот ей вот дают кушать, водичку, где-то вот так вот этот, помыли Массаж. немножко, может быть и Пилинг массаж, делает, я не знаю. маникюр, педикюр, все Да, дела. да. Но зато она за сутки сеет от 1000 до 2000 яиц. Очуметь. Да. За сутки. За сутки. Да, это тоже Да. работа. Вот на одной рамочке, вот такой большой рамочке, есть 9000 ячеек. И вот она вот за неделю может все эти ячейки уже, Все заполнить. да, все заполнить может. Мгм. Ну, она и живет очень долго. Обычная пчела живет где-то месяц, чуть больше, чуть меньше. Мгм. А матка может прожить до 5 лет, например. Но первый год матка сеет, ну, не так много, Мгм. ну, 1000-1500. Со второго года она очень сильно сеет, уже плодная матка, ну, годовалая матка, а потом уже с 3-го года ее лучше сменить на новую. Вот то, что мы срезали, немножко уже капает, да, Ага, походу? да. Так, и что вы делаете с пчелами осенью? Ну вот сезон, вы говорите, закончился. Да. На зимовку. Мгм. Так, немножко хочу рассказать про зимовку, да. Да. Вот пчелы поработали лето, мы у них отняли мед, чуть-чуть меда оставляем. Отняли им. мед, конечно, звучит немножко как, но отняли, да. Да, ну, Забрали мед забрали мед. себе, потому что им надо продавать. Да. Нам тоже детишек своих кормить так. Да. Оставили им немножко своего меда. У нас есть осенью падевый мед. То есть этот мед собирается с листьев, с ивы собирается. Вот этот мед на зимовку, он очень пагубный для пчел. Ага. Вот у нас, к сожалению, в республике такой мед есть, но он очень полезный, полезнее, чем вот цветочный мед считается. Но именно для пчел, для зимы он не подходит. Для людей это вот очень хороший мед, а для пчел он не подходит, поэтому мы вынуждены после отнимания меда закармливать их чуть-чуть сахарным сиропом. Мгм. Ага. Это не для того, чтобы чтобы они- они сделали новый мед или что, А для чтобы того, чтобы- кишечник их промыть от падевого меда, чтобы они лучше зимовали, чтобы у них зимой Ага. не болел животик. Мгм. Мгм. Ну, то есть им было пропитание, чтобы они Ага. зимой... И в сахарный сиропчик мы добавляем витаминчики,
Даже так. Ага, чтобы, ну, укрепить иммунитет на Омега-3, зиму. витамин D, С, чтобы иммунитет Не, мы- укрепить. Ну, у нас я растет прикалываюсь. очень хорошее растение полынь якутская. Можно ее добавлять, но мы уже вот научились, якутские Что-то пчеловоды, делать, да? ага, находить вот у себя какие-то вот полезные инструменты, чтобы зимовка была хорошей. А так вот занесли в зимовник, температура должна быть всю зиму одинаковая. Нулевой градус, ну максимум-то -2, +2, это вот. Нам подсказывают, что да, наше время потихоньку заканчивается. Ага. Что Ну, давайте тогда. Неплохо бы сервирнуть и попробовать то, что у нас приготовилось. Конечно, вы очень интересно рассказываете. Вы продолжите рассказывать, да. Ага, ну вот. Я рекомендую заниматься пчеловодством, потому что, вот, как и говорила, ниша очень свободная. Мгм. Ага. Якутский мед очень славится, не только в республике. Он очень богат микроэлементами, витаминами. Вот есть такое понятие диастазное число. Это определяет состав меда. Мгм. Вот по России стандарт, да? Вот когда на анализы сдаешь мед, должно быть диастазное число, там написано от 8 до 18. Это стандарт. Если там у тебя мед 17, число 17, да, вот по центральной Якутии продают, вот у нас мед диастазное число 17, это очень хороший мед. А наш мед отправляли на такой анализ, у нас достигает от 40 до 60 диастазное число. Концентрация просто Да. жутчайшая. Да, вот я всегда говорю, вот одна ложка якутского меда может заменить вот несколько килограммов другого Вот к привозного вопросу о меда. том, чтобы как вообще слагается себестоимость. Потому что не секрет, что привозной мед стоит гораздо дешевле, чем Да. местный мед. У них медоносы совсем другие, Мгм. ага, у них меда намного больше, у них затрат намного меньше. У нас вот привезти пчел это очень энергозатратно. Ага, вот, поэтому, ну, оправданная цена, я бы сказала, да. Мгм. Так что. Как отличить обычному обывателю, ну, допустим, мне, мед, скажем так, натуральный, вообще, ну, Почти нереально так сделать, потому Нереально. что, да, можно ну, говорят, там зеленка или йод, там что-то. Нет, сейчас очень много способов начали использовать. Ага. Полезность как определить? Просто Можно, на слово. На совесть пчеловода только, да? ну да, может. Ну, у нас в Якутии пока пчеловоды особо таких химических, глобальных этих не знают. Мы то, что вот сделали, продаем, да? Мгм. Ага. А так, привозной мед проверить почти что невозможно. Кульминация передачи. Самое лучшее время. Давайте пробовать, что у нас получилось. Чувствуется мед. Да. Чувствуется заправка меда. И попробуем удочку. Вкусно. Очень вкусно, да. Куньяй. Очень вкусно, очень интересная беседа. Спасибо вам большое. Раз на эту камеру пожелания для наших зрителей. Будьте здоровы, любите мед и, самое главное, берегите мед, кушайте мед, будьте здоровы. Я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была пчеловод Кюнней, Тимофея Кюнней. Еще раз вам спасибо большое. А мы на этом, друзья, с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.